Медовая река Балла-Елга течет среди Уральского предгорья. Вода ее сладкая, как мед. С 1755 года по одному из берегов той самой реки Мансур Дельный основал свое имение. Это была татарская страна. А на другом берегу реки юртовали башкиры, крупного землевладельца Дербыша. Обе страны пасли скот, занимались земледелием, да торговали понемножку. Надо сказать, не очень мирно жили. Стычки между башкирской и татарской стороной были регулярны. Но ничего, за 100 лет попритерлись друг к другу, подружились. А может, их помещик Жданов помирил, когда построил здесь спиртзавод. Ведь край-то какой, до чего живописен. Холмы, леса, поля, родники. Обитают тут рыси и куницы, кабаны и косули, а в чистых реках форель нерестится. Это почти Швейцария, только без средневековых замков. Даже известный химик, академик Бутлеров, имел здесь свой хуторок. Но после Первой мировой войны как-то все пошло не так. Много местных погибло, посевные площади уменьшились, скот сократился, голод, деревни приходят в упадок и разоряются, люди уезжают. С 1943 года в этом районе начинают бурения на нефть, но разработка шла медленно и очень тяжело. Ни дорог, ни электричества, голод и война. И, наконец, спустя 3 года скважина заговорила. Выбросила глинистый раствор и дала мощный фонтан нефти. День 17 сентября 1946 года стал днем рождения большой девонской нефти в Татарстане. Девонская нефть добывается из пластов Девонского периода. Это 4-й период палеозойской эры, который продолжался около 60 миллионов лет. Глухой бездорожный район начал оживать. Чтобы обеспечить нефтяников всем необходимым, прокладывались автомобильные дороги, велось электричество и водопровод, строились новые дома, больницы, школы, детские сады. Вслед за нефтяной отраслью стало развиваться и сельское хозяйство, и промышленность. А Бавлы-нефть по-прежнему стабильно добывает более 2 миллионов тонн в год. Бавлы растут как на дрожжах и к 1997 году уже становятся городом. А Татнефть по-прежнему помогает ему хорошеть. Бавлы стал настолько хорош, что в 2020 году победил на всероссийском конкурсе самый комфортный малый город России. И его опять называют маленькой Швейцарией за красивые пейзажи, чистые уютные улочки, благоустроенные парки и дворы. В Бавлах есть уникальное место – мост времени, проехав через который перенесешься на 2 часа вперед. Так что в Новый год под бой курантов здесь можно 2 раза загадать желание. Наверное, поэтому мечты бавлинцев всегда сбываются. Мы вместе. Без берега Бавлы.